Вот это вот, ребята, настоящий Истекляль. Вот это место, где гуляет, там причем из тысяч людей, которых ты можешь встретить в течение дня. Это место, это не просто Ожский базар, это Дордой, который не заканчивается. Это вот Дордой, который по кругу запустили, и люди ходят. И причем ты думаешь так, ночью пойду, людей будет мало. Нет, людей столько же ночью. И ты понимаешь, что это уникальная улица, это, наверное, одна из самых известных улиц вообще по всей Европе. Если в Соединенных Штатах там Таймс-сквер и вот эти все инста-места, то вот это вот одно из самых известных мест во всей Европе. Сегодня моя проповедь называется в честь этой улицы. Она так и называется, проспект Истекляль. Кто из вас знает, как Истекляль переводится? Свобода, еще варианты. Дордой, еще варианты. Независимость. Друзья, я очень сильно уважаю, например, независимость Турецкой Республики. И они в честь независимости от Османской империи, они назвали эту улицу. Она когда-то называлась, в Стамбуле эта улица называлась главная улица города. Она так и называлась. Но потом ее переименовали, когда Стамбул стал фактически основным городом Турецкой Республики. В честь независимости Турецкой Республики была названа эта улица. Но когда мы, как христиане сегодня, мы размышляем над словом «независимость», одно дело, мы уважаем независимость государств, от их колониального прошлого, от какого-то гнета, который они переживали. Каждая страна практически в той или иной мере празднует свой день независимости. И это что-то значит для страны. Эта страна, она вспоминает определенные исторические факты о своем прошлом, достижения определенные. И люди радуются, что они свободны от чего-то, что когда-то было в их жизнях. Но когда мы говорим о независимости в христианской среде, друзья, послушайте внимательно, это начало всех бед любого христианина. Как только христиане, они начинают заигрывать со словом «независимость», а чаще всего вся эта независимость, о которой я сегодня буду вообще говорить, она всегда построена в независимости от великого Бога. Как только люди встают на этот путь или на эту тропинку, или на этот проспект, это путь в бездну, это путь в проблемы, это путь в великие и страшные жизненные ситуации. Знаете, трагедия Эдемского сада – это независимость Евы и Адама, когда пришел змей, и он начал раскачивать эту тему. Да Бог специально эти деревья посадил. Бог специально искушает вас. Бог специально сделал определенные вещи, потому что вы подобны Ему. Но Он хочет, чтобы вы оказались в подчинении у Него. И вот это вот какое-то желание, внутренняя жажда независимости, быть человеком свободным от любого влияния, от любой власти, от любого, кто может тебе указывать, это привело к тому великому падению, трагедии, о которой мы знаем как грехопадение в саду. Потом мы читаем истории, и вообще вся Библия, она испещрена этими историями. История Вавилонской башни. Это история того, как люди хотели доказать Богу, что мы поднимемся на твой уровень, мы сделаем то, что покажет наше величие, и мы покажем тебе и докажем тебе, что мы никак не меньше, никак не хуже, но, может быть, даже в каких-то вещах круче. Сегодня человечество пришло к такому уровню развития, что очень многие люди, понимая уровень своего интеллекта, уровень своих знаний, уровень своих способностей, они и возможности в том числе, они говорят: да кто такие вот эти вот люди, окружающие меня? Я могу, я способен, я ни в ком не нуждаюсь. Я сегодня хотел бы говорить, и проповедь моя называется «Проспект независимости». Я хотел бы сегодня говорить о людях, которые по-настоящему смогут иметь успех в Боге, как о людях, которые постоянно понимают, что весь мой успех построен на полной зависимости от моего Бога и от полного подчинения моему Богу.
Как только я выхожу из этого состояния, как только внутри своего сердца я теряю это внутреннее понимание того, что я нуждаюсь в руководстве Божьем, я нуждаюсь в Его авторитете, я нуждаюсь в том, чтобы Он меня корректировал, чтобы Он меня менял, чтобы Он для этого использовал людей. Как только это теряется в моей голове, я становлюсь самым последним идиотом. Поэтому сегодня огромное количество известных людей, которые делают идиотские поступки. Известные, к примеру, пасторы, которые разводятся со своими женами, потому что они старые, находят новых. Огромное количество пасторов, которых ловят на злоупотреблении в финансах, которых ловят на каких-то неверных, неправильных отношениях с противоположным полом. Огромное количество людей, которые падают просто в невероятные какие-то немыслимые ситуации. И ты спрашиваешь, как человек мог туда попасть? Благодаря тому, что в какой-то момент ему стало казаться, что он настолько крут, что он настолько силен, настолько достигший, что он уже не нуждается в Божьей корректировке, в Божьем управлении, в Божьем наставничестве. Он не нуждается в каких-то людях, которые будут говорить в его жизнь. Он не нуждается в каких-то людях, которые просто могут его остановить, которые могут ему сказать «нет» и к которым он прислушается. Когда мы говорим о независимости, я хочу тебе сразу же задать вопрос. Подумай над этим. Есть ли в твоей жизни люди, которые являются авторитетом для тебя? Которые придут и скажут тебе: брат, вот так не делай и не говори. И ты не будешь спорить, ты не будешь пререкаться с этим человеком. Для тебя этот человек авторитет. И ты понимаешь, что этот человек сегодня говорит какие-то Божьи слова, и даже вдруг они тебе непонятны до конца. Ты не будешь противостоять такому человеку. Ты просто придешь в тайную комнату и скажешь: Бог, этот человек, это авторитет с небес для меня. И я хочу прислушаться к нему. Может быть, какие-то вещи я не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что говорит этот человек, и открой мне в моем сердце. Я хочу тебе задать вопрос. Есть ли в твоей жизни такие люди? Так важно, если сегодня ты, может быть, взрослый человек, ты человек, Который, уже в возрасте, так важно, чтобы были какие-то люди, даже невзирая на то, что ты уже сам авторитетный, ты уже сам достигший, ты уже имеешь какой-то опыт, чтобы всегда рядом с тобой был какой-то человек, к которому ты готов прийти и попросить совета, попросить помощи, попросить мудрости и покориться тому наставлению, которое даст этот человек. Знаете, в последнее время я сталкиваюсь с людьми, с которыми я общался. И эти люди, они просто произвели фурор в моей голове. Это люди, которые перевернули вообще мое мышление. К примеру, приходит человек, он говорит: Бог мне сказал, чтобы я слушал тебя. Бог мне сказал, чтобы я был в той церкви, где ты сегодня являешься пастором. Через какое-то время этот же самый человек приходит и говорит: я хочу уйти из церкви, потому что там, есть определенные причины. И ты смотришь на него и говоришь: Бог же тебе говорил. Бог тебе говорил, чтобы ты делал вот так и вот так. Что поменялось? И ты понимаешь, это глупый, бессмысленный вопрос для этого человека. Нет смысла задавать ему этот вопрос, потому что этот человек по жизни своевольный. И даже когда он знает, что Бог ему сказал быть здесь, и даже когда он знает, что Бог ему сказал заниматься определенными вещами, и даже когда он знает, что Бог ему сказал что-то делать или чего-то не делать, он все равно выбирает то, что ему выгоднее, то, что ему легче, и то, за что он не будет платить никакую цену. знаете, так легко сегодня, к примеру, когда ты сидишь здесь на проповеди, ты слышишь какие-то слова. Я с молодыми людьми общаюсь, и я знаю, часто Бог молодым людям говорит такие, знаете, это основополагающие, библейские, базовые вещи, которые, например, нужны для роста любого христианина. Первое, к примеру, это открыть и исповедовать свои грехи.
И человек слышит это, человек понимает, внутри него жгучее желание, например, открыть какие-то вещи, потому что они тянутся из прошлого и влияют на его эмоциональное состояние. Это могут быть вещи, которые подавляют его изнутри, приносят страхи, приносят чувство вины, неполноценности. И человек понимает, что это надо сделать. Он здесь соглашается с Богом. Когда он выходит отсюда, он находит себе оправдание, чтобы это не сделать. Это люди, которые пошли просто своим своевольным путем, путем независимости, зная, что говорит Бог, зная, что Бог ожидает. И Писание говорит, если мы исповедуем наши грехи, Он, будучи верен и праведен, прощает, никогда больше не вспоминает. Человек это знает. И человек мучается от того, что он не покорен этому слову, но делает по-своему. К примеру, базовая вещь, когда ты пришел ко Христу, это базовая вещь. Оставить своих неверующих друзей, потому что Библия говорит, что все наши добрые желания и намерения, они развращаются нашим окружением. Знаете, где это написано? В послании к Коринфянам. Там сказано так, что все твои добрые намерения, они будут извращены, развращены твоими худыми встречами, сообществами, времяпрепровождением. А это все наши друзья. Это школьные друзья, это студенческие друзья, это друзья детства, это друзья, это родственники, в конце концов, с которыми ты проводишь время и которые влияют на себя, которые просто показывают тебе нечестивый пример, которые говорят тебе всякие нечестивые слова. Ты проводишь с этими людьми время в соцсетях. Ты смотришь за их инстой, ты смотришь на то, как они там матерятся, и они показывают какие-то совершенно просто отвратительные вещи. И это все то, что мы выбираем в независимости своей. Мы говорим, одно дело там, я в воскресенье на собрании покивал головой, другое дело обычная ежедневная околохристианская жизнь. И человек живет в параллельном мире, и он ходит по этой улице вне зависимости от Бога. Очень страшно, когда человек встает на эту улицу в своей духовной жизни. Давайте посмотрим несколько мест Писания. Мне очень нравится это место Писания, оно достаточно длинное, и это история из второй книги Паралипоменон. Иакиму было 25 лет, когда он стал царем, и правил он в Иерусалиме 11 лет. Он делал зло в глазах Господа, своего Бога. Навуходоносор, царь Вавилона, напал на него, заковал его в бронзовые кандалы и увел в Вавилон. Еще Навуходоносор забрал в Вавилон часть утвари из дома Господа и положил ее там, в своем храме. Интересно, вот здесь вообще потрясающая история. Здесь мы видим вавилонского царя, который грабит храм, который разоряет церковь Христову фактически, да, если мы сегодняшние аналогии на сегодняшнее время перенесем. Что послужило или что дало право этому человеку, или кто дал право этому человеку это сделать? Бог. Это уникальное место Писания. Здесь мы видим, что Бог посылает этого вавилонского царя, чтобы он наказал нечестивого царя в Иудее. И он позволяет этому вавилонскому царю разграбить церковь Божью. Иногда у нас вопросы, почему случается вон то или другое или третье с церковью Христовой. Сами верующие могут открыть двери, ворота определенные для этих бед, которые сам Бог позволяет прийти. Как бы это страшно ни звучало. Но этот Иаким, это был человек независимый. Он говорил, мне все равно, и плевать я хотел на то, что ты говоришь, Бог. Я буду жить так, как я хочу. Я буду делать то, что я хочу. Я буду идти туда, куда я хочу. И мне все равно, что говорит закон об этом. Мне все равно, что говорят священники мне об этом. Мне все равно, что мне говорит там пророк об этом. Я буду делать то, что мне выгодно, приятно, удобно. Друзья, это путь всегда в плен. Это путь в проблемы. И мы читаем дальше прочие события правления Иакима, мерзости, которые он делал. И все, в чем он был виноват, записано в книге царей Израиля и Иудеи. И царем вместо него стал его сын Иехония. И история продолжается. Иехонии было 18 лет, когда он стал царем. И правил он в Иерусалиме 3 месяца и 10 дней. Он делал зло в глазах Господа.
Вот почему нечестивые сообщества развращают добрые нравы. Потому что то, что ты видел у папы у своего независимого, который просто плевать хотел на Слово Божие, который плевать хотел на устои Божии, который плевать хотел на заповеди Божии, ты будешь делать именно то, что делал этот человек, являющийся примером в твоей жизни. Знаете, вот эта вот история потрясающая. Дальше происходит все как под копирку. Весной царь Навуходоносор послал за ним. И его доставили в Вавилон, а заодно забрали, заодно все происходит. Дорогие предметы из дома Господа. А царем Иудеи и Иерусалима вместо него уже царь Вавилонский сделал дядю Иехонии Цедекию. Вот знаете, вот по-хорошему, если бы, например, ни одно обещание, которое Бог оставил Давиду, он бы просто сделал вот с этим иудейским царством то же самое, что уже было сделано с Израильским царством. Вы же знаете, там Южное, Северное царство, Израильское и Иудейское. Вы читали же, да, это в Ветхом Завете. Так вот, Иудейское царство, или оно Южное еще царство называлось, оно осталось за потомками Давида. И вот ради Давида Бог нянчился с этими позорниками, которые выбирали свои собственные пути. Бог продолжал нянчиться, Он давал каждому шанс. Он говорил, ага, сын, давай, папа, давай, сын, не получилось, давайте племянника найдем, давайте дядьку найдем. И вот дядя, Бог побуждает этого вавилонского царя Навуходоносора поставить дядьку. И Цедекии был 21 год, это дядька. Вот этих Иехонии, всех этих ребят, на 3 года старше. Когда он стал царем и правил он в Иерусалиме 11 лет, он делал зло в глазах Господа. Этот человек жил вне Божьего Слова. Знаете, что такое независимость? Это когда ты понимаешь, есть Бог, есть я. Есть Божьи слова, есть мое желание. Есть Божьи мнения, есть Божьи правила, а есть мои правила, по которым мне жить легче, есть мое мнение. И есть мое мнение, да, которое тебе навязано из духовного мира, от каких-то людей, от воспитания и тому подобное. И вот независимый человек от Бога, он может называться Божьим именем. Они все назывались Божьим именем. Они все ходили в храм, они все общались со служителями, они все были Божьим народом, но они жили параллельной жизнью с Богом. Бог жил по-своему, они жили по-своему. И здесь мы видим, что эти люди, они просто поступали так, как им нравилось. И Библия говорит, что это человек, который не смирил себя перед пророком Иеремией, который возвещал Слово Господа. Я то, с чего начал. Пришел человек, супер авторитетище, супер помазанный, супер, знаете, посланный Богом для него. И начал говорить ему слова. И он ему внутри 21-летний пацан, пророку с именем, пророку с огромным количеством. Там у него 2 пророческие книги, как минимум, в Библии есть. Плач Иеремии и книга пророка Иеремии. Этот человек, представьте себе уровень этого пророка. Он приходит, ему какие-то вещи говорит, Цедекия, сынок, ему 21 год. Он говорит, сынок, братишка, братишулечка, если ты будешь так жить, ты же в плен попадешь, тебе Навуходоносор и уши отрежет, и в нос кольцо вставит, и рабом тебя назовет. Пойми, это путь в проблемы. И Библия говорит, что он был упрямый и своевольный, и он не обращался к Господу, Богу Израиля. Он игнорировал авторитеты, потому что его сердце было упрямое и своевольное. Давайте дочитаем до конца, а потом посмотрим, что такое упрямый и своевольный. Да и все вожди священников и народ все больше и больше уклонялись от верности, следуя отвратительным обычаям народов и оскверняя дом Господень, который он осветил в Иерусалиме. Господь Бог их отцов снова и снова предупреждал их через своих посланников, потому что жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над Божьими посланниками, презирали его слова и глумились над его пророками, пока гнев Господа не вспыхнул на его народ. На его народ так, что уже не было ему спасения.
Он навел на них царя халдеев, который перебил их юношей мечом в святилище и не пожалел ни юноши, ни девушки, ни старца, ни пожилого. Бог отдал их всех во власть Навуходоносора. Печально история заканчивается, но за этим, за всем стоит Бог. Бог, который терпел, Бог, который смотрел, Бог, который изначально призвал этих людей. И Он видел, что эти люди, они глумились над тем, что было свято для Него, над тем, что было дорого для Него, над тем, что было в Его планах, в Его путях. Эти люди шли своей собственной параллельной жизнью. И до поры до времени эти люди играли со своей жизнью. Но мы видим, чем это все заканчивается всегда. А заканчивается это всегда позорным пленом, всегда это заканчивается полным посрамлением, всегда это заканчивается бесславием и преткновением для других людей. Слово «упорный» или «своевольный», вот здесь в Римлянам 10:21, как раз-таки снова упоминаются евреи, которые были своевольные и упорные. И вот слово «своевольный» или «упорный» — это противоречить, прикословить, спорить или пререкаться. И это человек, который сопротивляется, отвергает или противится. Вот это вот база или основа людей, которые сегодня хотят быть независимыми от Бога. Потому что внутри этих людей живет понимание или живет взгляд такой, что они самые умные, они самые достигшие. Они единственные, которые понимают. Они единственные, которые имеют знания, откровения. Они единственные, крутые, а все остальные просто не достигшие халдеи. Еще одно слово, которое связано со своеволием, это как раз-таки с иврита. Безрассудные или своевольные. Это необузданный, своевольный, легкомысленный или надменный. Знаете, состояние человека, который независимый в своей голове от Бога, который независимый в своей голове от мнения там каких-то авторитетных служителей Божьих или от авторитета Слова Божьего. Это люди, которые говорят: я знаю. Надменный человек, его лозунг или его девиз, когда ты ему что-то говоришь, он внутри своего сердца говорит: я знаю. Когда вы встречались с такими людьми, ты ему что-то говоришь: я знаю. Да я знаю. Что ты мне говоришь? Я знаю. И делает по-своему все равно. Он знает, как правильно, но делает по-своему. Он знает, как должно быть, но делает так, как ему выгодно. Друзья, я сегодня говорю о проспекте Независимости. Это тот самый путь, который не должен быть вообще для нас каким-то сладким или желанным путем. Потому что многие из нас, особенно когда мы молодые люди, у нас всегда есть желание вырваться из-под опеки, вырваться из-под власти. Многие из нас, там 14-15 лет, мы ждем, когда же нам будет 18, чтобы вырваться из-под опеки родителей. Чтобы уже они не приходили и не говорили: делай так, делай вот так, чтобы ты уже делал так, как ты знаешь. Вау! Вау! Вырваться из-под опеки. И потом вся твоя жизнь, христианская жизнь, это постоянные мысли: почему в моей жизни должны быть какие-то люди, которые мне будут указывать? Я сам знаю. Это вот, знаете, это вот этот вот мерзкий червячок, который в змея превратится, а в дракона превратится, и который тебя сожрет, который внутри тебя говорит: да я сам знаю, чего они лезут ко мне, кто вы такие вообще. Это начинается вот в нашем подростковом возрасте, это начинается в то время, когда мы сначала хотим вырваться из-под опеки родителей, из-под опеки каких-то людей, которые знают. Знаете, вот я встречался с этими молодыми людьми, я смотрел на них, и я себя вспоминал. Я точно такой же был, бессмертный, бесстрашный, бессовестный. Это уже последнее. Это ты понимаешь, когда тебе уже 50, и ты оборачиваешься туда и понимаешь, что ты прежде всего тупой, безрассудный, безмозглый, беспонтовый в конце концов. Сильно беспонтовый. Но в тот момент тебе кажется: что ты мне тут лечишь, что ты мне тут говоришь, что ты мне городишь, со мной это так точно не будет, это у тебя, это ваши древние времена, это вот ваши там 90-е все было так, сейчас все изменилось, не надо меня лечить. Вот эти вот независимые люди, их больше всего раздражает, что кто-то приходит в их жизнь и кто-то им что-то говорит.
Им не нравится, что кто-то от имени Бога берет Слово Божие и говорит какие-то вещи. Знаете, я иногда что-то проповедую, потом люди ко мне плохо относятся. И ко мне какие-то претензии. Я говорю, а что, в чем претензии? Ну ты сказал вот так, вот так. Я говорю, да не я это сказал. Вообще не я это сказал. Я просто процитировал то, что Иисус сказал, то, что Библия говорит, то, что Бог говорит. Это то, что написано там. А у людей нет желания покоряться, потому что у них есть свое мнение, у них есть свои взгляды, у них есть свое понимание, и они самые умные в своей собственной голове. Знаете, вот вообще, когда мы размышляем про независимость, вся история израильского народа – это битва вот этого народа с Богом. Они ему постоянно пытались что-то доказать. Они постоянно с ним бодались. Бог им говорил, вот так не делайте. Нет, а почему это? А что, какие проблемы? Все так делают. Вот все народы имеют царя, мы тоже хотим царя. Бог говорит, да я буду вас. Нет, нет. Вот туда не ходите, у вас проблемы будут. А что это мы туда не можем ходить? Мы свободные люди, мы люди свободного племени. А вот идите воюйте. А что это мы будем воевать? Мы не пойдем. То есть это люди, которые привыкли все поперек постоянно делать. Это люди, у которых, знаете, как будто бы на каком-то генном уровне было желание Богу доказать, что мы тоже крутые, Бог. Ты не думаешь, что ты там на небесах всем управляешь, мы тоже что-то можем. У нас знаешь, сколько композиторов, у нас знаешь, сколько этих нобелевских лауреатов. Ты даже не представляешь, сколько у нас людей, которые золотом торгуют сегодня и бриллиантами в Амстердаме. Мы крутые. Каждый из нас, даже если мы не торгуем золотом и бриллиантами, мы все чем-то гордимся. Мы чем-то гордимся. Идиотство. Иногда слушаешь человека и думаешь, нашел чем гордиться. Я там в детстве, у меня было такое здоровье, я там 2 бутылки водки выпивал, и вот так ни в одном глазу. Ты ненормальный, что ли? Да я там могу не спать 2 суток, я там этот нитро хлыщу, 14 литров нитро я как-то один раз выпил и там катал почти что 48 часов без остановки. Ты дурак, что ли, охота сказать? Люди гордятся вещами сегодня совершенно безумными. И во Христе некоторые люди, они совершенно не понимают, что вот этим своим состоянием они бодаются с Богом. И знаете, вот одна история, которая, я вырвал ее из книги Судей, мне нравится вообще книга Судей, это история постоянного бодания Израиля с Богом. И знаете, прикол-то в том, что люди не поменялись сегодня. А вообще не поменялись. Бог не изменился, и люди не изменились. И точно такие же приходят к Нему, и точно с таким же сердцем. Судьи 9 глава с 4 стиха. Он пришел. Знаете, кто это был? Это был сын незаконнорожденный у Гедеона. Гедеон умер. Гедеон был, сначала он был великий там воин, он был великий герой Израиля, потом он был судьей долгое время. Он умер, и началась распря в народе. Началась распря, кто кем будет управлять вместо Гедеона. И вот этот Авимелех был самый хитрый. Он пошел, нашел всех своих близких родственников и им сказал, ребята, давайте не позволим вот этим сыновьям от других матерей править нами. Мы все кость от кости, плоть от плоти, я буду вами править, а вы меня поддержите. Они сказали, аминь. Страшно, когда в нашем бунте и в нашей независимости к нам еще подключаются люди, говорят, что? Тебя опять там назидали, наставляли, да? Чего ты уже пошли уже вот так, фыркни вот так. Еще такие наставники появляются. А эти ребята, Библия говорит, дали ему 70 шекелей серебра. Я не знаю, сколько это. Много это или мало. Видать, много. Из храма Баал-Берита. Кто ты, Баал-Берит? Какой-то языческий дядька. Ему поклонялись, туда десятины приносили, они там, я не знаю, деньги для каких-то целей собирали. И Библия говорит, Авимелех нанял на них праздных и безрассудных людей. Вот как раз-таки слово «безрассудные» в синодальном переводе – это люди своевольные, это люди независимые, это люди, которые были открыты для этого. И здесь, знаете, 2 вещи идут рука об руку – праздность и своеволие.
Праздность – это когда ты ничем не занят. Это когда у тебя слишком много лишнего или свободного времени. Ты либо чуть-чуть работаешь, либо вообще не работаешь. Ты живешь на чьей-то шее, либо на пол шеи на чьей-то висишь. Ты человек праздный, и Библия говорит своевольный, которые пошли за ним. Это люди, которые готовы на любую авантюру, лишь бы намутить дел каких-то. И они намутили дел. Там дальше, если мы читаем, они натворили столько безобразных дел, они уничтожили фактически всех братьев от других матерей, которые были у Авимелеха, да, которые были у Гедеона сыновья. Они просто их всех поубивали и уничтожили. И все начинается с того, что человек, он был просто открыт для какого-то собственного своеволия. Это человек, который, он лишен страха Божьего. Это человек, который не ходит по дороге страха Божьего. Друзья, думайте об этом, размышляйте над этим. Если внутри тебя есть постоянное своеволие, и ты желаешь все делать по-своему, ты знаешь, что говорит Слово Божие. Или ты даже не хочешь узнать, что говорит Слово Божие по одному, по другому или по третьему вопросу, а ты уже решил, как тебе будет выгоднее и как тебе будет правильнее поступать. Подумай, может быть, это не тот самый путь, на который Господь хотел бы тебя поставить. Я же постоянно говорю, я обучаю людей, как учитель, которого Бог поставил в этой церкви. Я обучаю каждого. Есть какая-то сфера в твоей жизни. Но выпиши все, что говорит Библия об этом. Найди все, что Слово Божие говорит и чему Слово Божие учит на эту тему. Посмотри на те слова, которые Бог сказал об этом. И поступай соответственно. Столько сегодня распри в теле Христа, что должно быть, чего не должно быть. Столько я встречался с людьми, которые мне постоянно пытались донести и доказать, что десятина это вообще не из Нового Завета. Столько людей, которые просто, они вот спотыкаются и притыкаются. Там были даже такие люди, которые говорили, руководство в церкви это неправильно, церковь должна быть простая, все на равных, братья и сестры пришли, каждый делится там чем-то своим. Ну выкинь тогда Деяния апостолов из своей Библии, вырви 4 главу из Ефесянам, выкинь, сожги ее тоже, потому что у тебя есть свое мнение. И оно больше, чем эта Библия. Столько людей есть, которые, знаете, вот ты ему говоришь какие-то вещи из Писания, и этот человек начинает тебе рассказывать, почему он так сделать не может. И ты ему объясняешь, если ты так сделать не можешь, ты идешь сегодня по тропинке, которая приведет тебя в плен. Это как минимум в плен. Проблемы будут гораздо больше в твоей жизни. Я начинал служить в далеком 94 году, и в 95-м, я помню, я встретился с одной женщиной, которая поразила меня до самой глубины, не знаю, сердца. Она жила с мужиком, сожительствовала. Когда ты живешь с дяденькой или с тетенькой, которая не записана у тебя в паспорте, и там нет штампа, что она является твоей женой, гражданский это муж, оборонский это муж, там какой-нибудь еще там придуманный это муж, это еще что-то как-то, там какой-нибудь брак там кем-то типа благословленный, какими-то священниками, над тобой обряд провели. Если это не записано в твоем паспорте, что этот человек является твоим мужем или женой, у тебя нет свидетельства о регистрации брака, этот муж не муж. Это еще Иисус Христос тетеньке говорил у колодца, помните? Он говорит, веди своего мужа. Нет у меня мужа. Он говорит, правильно тетка заговорила. А тот дядька, с которым ты живешь, и не муж тебе вовсе. Иисус-то знал, что есть кто-то, но она технично заднюю дала, потому что она понимала, что с этим мужчиной шутки плохи. И он говорит, не муж он тебе. Сегодня можно назвать таких людей сожителями, блудники и тому подобное. Так вот, эта женщина, с которой я начинал историю, она жила с одним мужиком. Ну как жила? Он к ней наведывался. У него была одна семья где-то там, а к ней он периодически приходил. Она помоложе, видать, покрасившей, и вот это все остальное. И она мне рассказывает, вот, у меня там отношения с мужчиной, у меня любовь с ним. Я говорю, серьезно? И я открываю ей Писание. Я открываю места Писания, которые говорят о прелюбодействе, о блуде, о том, что будет за нарушение этой заповеди. И эта женщина, вот послушайте внимательно, что значит быть независимым или своевольным человеком? Она мне говорит такие слова. Я не могу его оставить ни при каком раскладе, потому что он дает мне деньги. И мы не выживем с моей дочерью без него.
Может быть, ты сегодня спросишь, а где этот человек сегодня? Я уверен, что этот человек, если и жив сегодня, он живет в глубочайшем рабстве дьявола. Этот человек в глубочайшем рабстве дьявола. Потому что когда она стояла на этой дороге, я ей говорил свернуть с этой дороги на дорогу свободы, на проспект или на бульвар Иркиндык, я ей предлагал, говорю, вот он, твой путь, свобода, которую ты обретешь во Христе. Она сказала, нет, нет, нет. Пусть Бог идет по этой дороге сам, я пойду по этой дороге сама. Многие люди, они говорят, ну, слушай, я вот там послушал твою проповедь, ну, что постоянно все на негативе построено? Ну, что все на негативе? Давай, что-нибудь позитивное. Поверьте мне, я достаточно сбалансированный человек. Есть вот такое, есть вот такое. Можем говорить вот так, можем говорить вот так. Но моя проповедь сегодняшняя, она очень сбалансированная. Встать на бульвар свободы, на настоящую свободу, которую предлагает для тебя Христос. И вот она, 2 глава, здесь описывается, как нам встать на этот проспект свободы. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом Божьим и имеете милосердие, чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Вот для людей независимых, для людей надменных, гордых, вот все, что я сейчас прочитал, это невозможно. Потому что быть единомышленником, это значит, знаете, это покоряться под чье-то мнение, это кому-то начать прислушиваться в конце концов. Это услышать чужие какие-то мысли и принять какие-то чужие идеи, которые, может быть, никогда не жили в твоей голове. Дальше там сказано так. Не делайте ничего из эгоистичных или из тщеславных побуждений. Вот те, которые сегодня по проспекту Истекляль вышагивают, это люди, которые все, что они хотят, доказать свою правоту, свою крутизну, быть самыми главными, быть самыми там правильными, быть людьми, которым прислушиваются, которые рулят, управляют. Но ни в коем случае, чтобы над ними не было никого, кто им указывал бы, как им жить. Эгоистичные и тщеславные побуждения. Дальше. Будьте скромны. И считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Вау. Вот этим со Истекляля это вообще недостижимая вещь. У них же все вокруг меня. У них все вокруг того, как я чувствую себя, как я вижу себя, как меня почтили, как меня не почтили, как ко мне отнеслись, как ко мне не отнеслись. А вот здесь вообще потрясающая вещь. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом и наоборот унизил себя, приняв природу раба, он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Вот это тот образ, которого нам необходимо начать придерживаться, друзья дорогие. Он имел право. Он был Бог по природе, он имел право иметь почтение. Но представьте себе, с кем он встретился. Фарисеи того времени, которые говорили, ты кто вообще? Ты кто? Он открывает свиток, он начинает какие-то вещи провозглашать о том, что пришло это время. Ты кто? Мы знаем, кто ты. Вот твои братья, вот твои сестры, вот ты вырос здесь, вот твоя мама, вот твой папа. Не надо нам зачесывать. Они были самые умные на земле. И они пролетели мимо кассы. Друзья, состояние надменных людей или состояние людей независимых, состояние людей своевольных, это всегда состояние противостояния Христу. Всегда. Как много в нашей жизни вот этого мышления, на которое мы даже внимания не обращаем. Это мышление быть независимым от того, от всего, построить подушку, создать инвестиции, быть независимым от тех ситуаций, от этих ситуаций. И именно эти ситуации Бог будет создавать. Потому что вся наша жизнь, Бог будет бороться с нашей независимостью. Потому что единственный успешный тип христианина – это полностью зависимый от Бога человек. Это тот, который не знает, что будет завтра. Тот, который не знает, что ему завтра есть, где ему взять деньги, куда ему идти. Помните Авраама, которому Бог каждый день говорил, вставай, передвигай свой шатер на запад на 200 километров, а теперь на север, гони своих овец, а теперь Лота выгоняй, пусть он идет своей дорогой. И это каждый день какие-то новые откровения. Отношения с Духом Святым никогда не строятся у людей, независимых от Духа Святого.
Но только у тех людей, которые внутри своего сердца склонили свое сердце и говорят: Бог, каждый день нуждаюсь в Тебе, и каждый день я хочу быть зависимым от Тебя и от того, что Ты будешь говорить. Знаете, кто такие зависимые люди? У меня, например, есть автомобиль, зависимый от зарядки. Он независимый всего лишь там несколько дней. Как бы я ни крутил, если я его не подключу к зарядке, если он не придет на то место, на которое он должен прийти в смирении, и просто вот опустив свои фары, чтобы в него воткнули этот шнурок, он просто не станет бесполезный. Христианин точно такой же. Как только ты придешь к состоянию, что ты каждый день нуждаешься в зарядке от того, который обладает знанием, который обладает силой, властью, влиянием, что ты нуждаешься от него, получать что-то от него и делать потом то, что он тебе сказал, только тогда ты станешь человеком, который по-настоящему преуспевает в Царстве Божьем. Друзья, независимые люди, они только снаружи и только на короткое время крутые. Но на самом деле, когда проходит время, они понимают, что они бессмысленные и тупые. Потому что просадил правильное время. Потому что, когда нужно было покориться, нужно было смириться, нужно было сделать то, что Бог от этого человека ожидал, этот человек делал свои собственные планы, свои собственные пути. И потом пришел к тому, к чему пришел.